грамотно подготовлены теми людьми, которые находятся там за стенами парламента, это представители исполнительной власти. Эти законопроекты, они призваны закамуфлировать вот то решение, чтобы оно не выглядело таким позорным, каким оно является по своей сути. Оно действительно позорное, и этим они будут прикрываться, о том, что они якобы вот пошли навстречу общественности. Но эти положения, они не будут действовать, да, потому что есть разные варианты, как их обойти. И это важное положение, которое содержится в том конституционном законе, который сейчас был принят. Да, это даже сложно объяснить, какую схему они предложили, потому что она такая сложная и, конечно, родилась в головах каких-то изощренных и не совсем нормальных людей, с моей точки зрения. Вот. И они сейчас этим конституционным законом пытаются вот как-то прикрыть вот эти все проблемы этого соглашения. Значит, я считаю, что эта ратификация, вообще в целом эта сессия, она не является легитимной. Она собрана с явными нарушениями, как я уже сказал раньше. Соответственно, мы также должны относиться и к результатам этой сессии. Здесь видно, понимаете, как здесь видно принуждение депутатов, да? Понятно, что депутаты, они должны свободно свою волю проявлять, да, то есть голосовать. Они не могут быть заставлены, с какой стати они, голосуют так рано, да. Очень много вопросов. Да. А в чем суть этого конституционного закона? Можете объяснить? Конституционный закон содержит положения, касающиеся того, что российская сторона не может передавать третьим лицам данный объект. Если это произойдет, то абхазская сторона имеет право денонсировать и вернуть себе собственность. Но вопросы юрисдикции Республики Абхазия на этой территории, вопросы права собственности в отношении недвижимого и движимого имущества. Знаете, к движимому имуществу даже деревья, которые произрастают, да, то есть вот эта вся пицунская сосновая роща, которая растет там, да, относится. Так что о чем мы говорим? То есть это все остается в собственности, да, но не передадут они третьим лицам. Ну и что нам от этого? Спасибо.